Civic – это массовая машина от Honda, которая разлеталась по миру с 1972 по 2011 год. Было продано больше 20 миллионов Civic'ов разных поколений, включая заряженные модификации, огромным тиражом. Простой мотор, простой дизайн, простая подвеска, за исключением, конечно, спортивных версий. Казалось бы, в чем его секрет? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Первое поколение Civic вышло в аккурат перед топливным кризисом. Дешевизна и малый расход дали хороший толчок для модели, а умные японские инженеры и маркетологи не упустили свой момент. Пожалуй, хватит истории. Что, ребят, реальность, 20-й год. И мы видим вот этот автомобиль. Это Honda Civic. Спустя 25 лет обсуждать дизайн этого автомобиля вообще не стоит, смысла никакого не имеет. Просто машина, просто автомобиль. Но кто знает и харизматично к нему относится, все понимают, что это очень легендарная тачка. Но что в ней легендарного снаружи, так это покажу, сейчас пойдем сюда. Казалось бы, что интересного может быть в багажнике? А вот что, смотрите. Оп. Вы когда-нибудь видели такое на хэтчбеке? Я лично нет. А теперь смотрите сюда. Оп. Так это заявочка на 100-й крузачок, ребят. Только вот в таком вот кузове. В любом случае для хэтчбека это очень странное открытие багажника. То есть ты можешь закинуть какие-то покупки вот так, не открывая всю дверь целиком. Очень удобно. Вот самое главное в этом автомобиле, это, естественно, его сердце. Это двигатель B18C. Скажете, какого черта на Civic стоит мотор B18C? А это правильный и полнейший свап от Integra Type-C спек 98. Что мы имеем? 200 лошадиных сил, ну, естественно, гордая надпись Honda в тег. Все мы прекрасно знаем, Honda делает офигительные атмосферные моторы, делала, по крайней мере, и снимала с литров. По-моему, в каждом моторе у них с литра 100 лошадей. Это вообще минималка, прям по-хондовски. И система VTEC вам помогает ехать нормально. Так что пойдем внутрь и проверим, как эта штука едет. Погнали. Итак, друзья, Honda Civic. Поехали. В общем, что у нас? Как я уже сказал, B18C. Механика S80 с блокировкой. Пара 478. Разгоняется за 62 до сотни. Эквотор чуть больше 14 секунд. Это очень быстро. И тормоза от аккорда перед распорки. Что мы получаем? Мы получаем офигительную рулежку. Она как хороший хирург со скальпелем работает. Вот так же она проходит повороты. Нужно срочно выехать, ребят, на гоночный трек. Так, стоп. У нас же нету гоночного трека, о чем я говорю. Ну, будем надеяться, что у нас когда-нибудь появится. И эта штука рулится клево на нем. Так что поехали дальше.
конца 70-х до середины 90-х годов эту машину мог позволить себе любой там гражданин из развитых стран. Стоила она там около $2000 по некоторым там каким-то данным. Это 4-5 средних зарплат американцев. Что в наше время мы имеем? Мы имеем в 2019 году средняя зарплата сколько была? 45 тысяч, по-моему. 45 тысяч рублей. Умножить на 4-5 зарплат, это, короче, 180 тысяч, грубо говоря. 180-200 тысяч рублей мы имеем. Что мы можем купить на эти деньги? Новое. Конечно же, ни хрена. А в то время мы могли получить такую тачку, поехать на ней там. Дом, работа, детский сад, куда угодно, выходной поехать на гоночный трек, просто показать, как она рулится, как она едет, насладиться, а потом поехать домой и все. Просто ты мог с гражданской тачки получить охеренное удовольствие. На этом стоит закончить, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока.